леса шумят листвой, небосвод залит малиновой зарей, а Печора от Урала воды чистые несет, и от этой красоты душа поет. Улетели клином журавли, на широких крыльях лето унесли, и на долгих 8 месяцев суровая зима в снежный плен возьмет деревья и дома. Это Троицко-Печорская земля, это малая родина моя, край лесов, болот и рек, не забыть его вовек. Добрый вечер, уважаемые гости. Очень приятно видеть вас в нашем уютном зале Центра конной культуры города Сыктывкара. Сегодня нас объединил замечательный повод – открытие выставки декоративно-прикладного искусства этой вышивки краски, которая посвящена Троицко-Печорскому району. В подарок для вас прозвучат песни в исполнении вокальной группы «Шудлун», руководитель Белослуцкина Валентина Ивановна. Приглашаем их на сцену. Рушится.
партнер. Печора и Лычский заповедник. Все это Троицко-Печорский район. Богат район и своими мастерами, чьи работы украшают нашу выставку. Работы Фетисовой Татьяны Дмитриевны, просим показаться. Полянской Натальи Николаевны, Потаповой Веры Владимировны, Христофоровой Людмилы Павловны. Активисты Троицко-Печорского землячества – это люди разных национальностей, с разными интересами, но которые всю свою сознательную жизнь посвятили Троицко-Печорскому району. Жили в районе, трудились на благо района, создавали семьи, строили дома, дороги, занимались сельским хозяйством. И теперь, по стечению обстоятельств, выехавшие из района, они не забывают о своей малой родине, гордятся ее достижениями и достопримечательностями, следят за ее успехами и неудачами. Объединившись в землячество, как люди, объединенные родным домом, они посвящают району выставки и встречи. Как идет работа в землячестве, расскажет нам председатель Троицко-Печорского землячества Милецин Владимир Анатольевич. Здравствуйте, уважаемые друзья, земляки. Анастасия уже часть рассказала про Троицко-Печорский район. Район на самом деле очень большой и богатый район. Он образован был в 1931 году, в феврале месяце. По территории он занимает почти 41 тысячу квадратных километров. Это второй район по территории после Усть-Илимского района в республике. Богат лесами, реками, расположен на юго-востоке республики, в бассейне, в верхней течении бассейна реки Печора. Много замечательных людей. У нас там были и герои социалистического труда. В районе жил когда-то и работал Геннадий Федоров, писатель, художник Энгельс Козлов, который последние годы жил в Санкт-Петербурге. У нас жил и учился в первой школе космонавт Николай Рукавишников, олимпийский чемпион Николай Бажуков, знаете. Вообще много очень замечательных людей, трудолюбивых, талантливых, способных. Одни сумели себе показать сегодня, другим предстоит, я думаю, в ближайшее время еще покажут себя. У нас очень много профессионалов, великих учителей, врачей. Есть и писатели у нас, и поэты, есть замечательные художники, Кулаева, вот всем известная, она соломкой делает очень потрясающие картины, кто интересуется, слышал, вероятно. Землячество в новом составе вновь было переизбрано и создано в 2011 году, в январе месяце. До этого землячество тоже существовало, но потом оно распалось, и вот нынешнее землячество было создано в январе 2011 года. У нас есть устав. В уставе землячества поставлена задача, самое главное, это объединить людей, наших земляков, укреплять наши культурные и бытовые традиции, которые у нас были, помогать ветеранам, помогать молодежи, которая здесь обучается в городе Сыктывкаре. Вот этим делом мы занимаемся. Мы провели за эти годы целый ряд мероприятий, встреч. Мы встречались с главой республики, встречались с директором Печора-Илычского государственного заповедника, о чем тут было сказано. Это крупнейший, кстати, заповедник во всей европейской части, который знаменит болванами Мань-Пупуньор. Сейчас это визитная карточка республики Коми. Куда ни посмотрите, везде увидите эти знаменитые горные выветривания. Находятся в самом верху, на истоках реки Печоры. На территории Печоры, кстати, берет начало и Вычегда, то есть две крупнейших реки, и Печора, и Вычегда берут начало свое на территории Троицко-Печорского района. Сейчас там много очень строится. Построен сам поселок является поселком городского типа. Это современный поселок, где очень
неплохие коммуникации для того, чтобы людям жилось хорошо, светло, уютно. В районе строятся новые дороги, развитие продолжается, развивается лесная отрасль. По запасам леса Троицко-Печорский район самый богатый по запасам леса. Мы ждем инвесторов все время, ждали иностранных инвесторов, теперь ждем российских инвесторов. Ну что там получается, сейчас создали предприятие довольно серьезное, мощное, Печорэнергоресурс, которое осуществляет глубокую переработку древесины, вплоть до того, что занимается даже изготовлением для парфюмерии, масел для парфюмерной промышленности. Вот. В землячестве у нас на сегодняшний день где-то порядка 200 человек. Ну, это не все, это не все, которые у нас учтены, к сожалению. Но я думаю, слухи о таких вот мероприятиях будут идти, землячество будет расширяться. И вот сегодняшняя выставка, посмотрите, какие прекрасные работы. Просто диву даешься, что такие вещи можно руками создать, очень кропотливая, трудоемкая работа, но это же прекрасные совершенно вещи, которые можно любоваться нескончаемо совершенно. И все стили здесь, посмотрите, такие, пожалуйста, это же потрясающие. У нас очень много людей, которые могут делать разные поделки. Можем потом в следующей выставке, может, как-то приготовиться. Есть предложение сделать какую-то встречу поэтическую, литературно-поэтическую встречу. Тоже есть желающие на это мероприятие. Поэтому мы гордимся Троицко-Печорским районом, что он связал нашу жизнь очень в большой степени. Многие лучшие годы оставили в Троицко-Печорске, отдали Троицко-Печорску. И мы надеемся, что Троицко-Печорский район в ближайшее время еще громко заговорит о себе. И как раньше в республике основной отраслью была лесозаготовительная отрасль, на ее основе развивалась вся экономика республики, так и в недалеком будущем, я думаю, что это вернется, потому что нефть и газ – это невозобновляемые ресурсы, которые выкачиваются, их потом не будет, а лес, он возобновляемый ресурс. Его сегодня вырубили, он через 30-40 лет опять растет и готов опять к тому, чтобы отдать людям на добрые дела то, что дает природа. Ну вот, не знаю, что еще может быть добавить. Что пожелаете активистам? Активистам пожелаю, да, хочу поблагодарить Центр, что вы предоставили такую возможность нам здесь сделать выставку. Активистам, прежде всего, Ольге Павловне Савинцевой хочу выразить глубокую благодарность. Она вытянула все это мероприятие, была инициатором этого мероприятия. Хочу поблагодарить наших артистов, которые откликнулись, приехали к нам и также украсили наш сегодняшний вечер. Но особенно поблагодарить, конечно, тех, кто вот это вот творение руками создал. Я им желаю дальнейших успехов. Я думаю, что надо в следующем как-то задуматься, открыть, может быть, магазин. Потому что эти вещи, по-моему, даже востребованы будут, их можно, по-моему, вполне продавать для украшения жизни. Надо аукцион устроить, да. Жизни, Аукцион. да. Поэтому я рад встрече со своими земляками сегодня. Мы будем продолжать работу. Мы активно поработали последние 3 года. Вот, и надеюсь, что вот, в преддверии нового 2015 года хорошая сегодня добрая встреча. И поэтому всех с наступающим годом, здоровья, счастья всем, благополучия, чтобы все здоровые были у вас близкие люди. Вот, и чтобы мы с вами встречались чаще, и у нас в глазах светился всегда огонек, радостный, счастливый, хороший. Всем успехов и здоровья. Это вышивка крестиком, бисером, вязание на спицах. Тематика у нас тоже разная. Природа, полевые цветы, натюрморт. Если издалека посмотришь, то кажется, что здесь поработали кистью и красками. Мастерски выполненная работа – залог восхищения. Как создавались эти картины, расскажут нам мастерицы Фетисова Татьяна Дмитриевна и Христофорова Людмила Павловна. Просим вас на сцену. Мне поручено рассказать о людях, которые вот создавали вот эти красивые творения. Да? Я начну первое, да?
Это Потапова Вера Владимировна, вот чьи, Ладно, я вечером позвоню, сейчас я не могу. чьи картины тут Всё. вот в большем количестве, значит, представлены. Вера Владимировна по образованию педагог. Всю свою жизнь посвятила детям. Работала в школах Троицко-Печорского района и в последние годы вот уже в городе Сыктывкаре. Имеет высшую квалификационную категорию, многочисленные награды и поощрения за свой труд. Но также она умеет вот заполнить свой досуг, свое свободное время, выполняя вот эти прекрасные творения. Вот как она пишет сама о своих вышивках, о своей работе, как она пришла к этому. Занимаюсь вышивкой уже 7 лет. И это мне нравится. Идея заняться вышивкой, вот 7 лет, не с самого как бы детства, а вот видите, 7 лет. Идея заняться вышивкой была подарена сложившимися обстоятельствами. Необходимо было после ремонта в квартире на одном мебелью повесить подходящую по дизайну картину. Искала в магазинах что-то подходящее, но не нашла по душе. И решила сотворить сама, тем более, что видела вышитые картины. Моя мама показала мне, как это делается. В ее молодости это занятие было модным. Она занималась вышивкой. Мне понравилось. И я по доброй воле подсела на вышивку крестом. С тех пор для меня это одно из самых близких к сердцу увлечений. И я думаю, что увлечение, вот, конечно, удачное. Белянская Наталья Николаевна. Вот ее картины тоже здесь есть. Значит, она по образованию хоть и не педагог, но всю свою трудовую деятельность тоже посвятила детям. Она работала лаборантом в химкабинете в одной из центральных школ Троицко-Печорска. И все время тоже была с детьми. И, кроме того, еще она посвятила себя детям в семье. Она воспитала 4 своих детей и 5 приемных детей. Сейчас уже все дети взрослые, вышли в самостоятельную жизнь, и уже есть и родные внуки, и приемные внуки. Конечно, она родилась в Украине. Ну и, конечно, понятно, что вышивала она с детства. Приучила ее мама, вы знаете, что вышивки эти многие идут с украинских орнаментов, и оттуда вот. И она, конечно, вышивала в детстве, и научила вышивать своих и родных дочек, и приемных. 5 девчонок, все у нее не вышивают, и есть тоже хорошие картины уже как бы в своих выставках. Ну, о себе немножечко. Я с детства не вышивала, но как бы когда-то в начальной школе, помните, что мы все вышивали на вафельных полотенчиках, да? Вот этот навык у меня, видимо, остался. И потом почему-то захотелось вот воплотить в жизнь, вот что-то вышить на вафельных, появились вот эти. Сначала трудно было достать канву, потом появилась канва, и хотелось, глядя, конечно, на работу вот Белянской, я видела ее работу, видела, как вышивают девочки, и поэтому мне хотелось, вышивать совсем немного, вышла на пенсию, и вот теперь занимаю свой досуг, приучаю к этому тоже своих внучек. Вот, ну, в общем-то, о себе. И вот у Христофоровой Людмилы Павловны хочется сказать, что у нее, конечно, шедевр, у нее вот 2 картины вышитые бисером, она о себе, конечно, сама расскажет. Но я хочу сказать, что среди нас есть люди, которые могут похвастаться не только этим, а вот многим другим. И мне хочется, чтобы вот не самое главное это, а самое главное, что мы здесь собрались, да, и чтобы вот эта выставка, эти выставки у нас стали традицией, и чтобы мы в следующий раз видели другие шедевры других людей и делились опытом, встречались и не забывали, и, конечно, вот о родном своем Троицко-Печорске. Я много тоже не буду говорить. Вышивала и вязала где-то со студенческих лет. Ну, в детстве там немножко тоже это самое, увлекалась так, чисто на уроках труда. Вот 5 лет я вышиваю вот эти иконы. 5 лет. За 5 лет вышила 25 икон. Дома у меня 6 штук, 7-я без рамки, но остальные все раздарила. Одну продала германцам. Очень попросили, я продавать не умею.
Вот, и одну всего продала, остальные это самое учу. Вот у меня ученица, она уже переборщила, у меня 30 штук уже вышила. Вот. И еще тут уже выставлялись девочки, ну, в общем, им очень понравилось, это очень как бы притягивает вот эта работа, не знаю, сначала надо у батюшки просить, именно если иконы вышиваешь, что у батюшки надо просить разрешения, он мне дал разрешение, вот, спрашивала, много вопросов задавала. Ну, и вот, знаете, я до 4 утра могла вышивать, даже не включая свет, без очков, без ничего. И вот они шли, 10 штук я вышила буквально на не знаю, месяца за 2. Вот у меня прямо вот это, знаете, вот шло само, я не знаю откуда. Очень дорогой багет, конечно, но хочется, чтобы они выглядели, поэтому в красивом, хорошем багете. Ну вот у меня на конве вот эти еще работы, вот эта работа у меня на конве. И вот там подушечка. Но я еще и вяжу очень много. Вяжу носки внукам, подругам, тапочки вяжу, костюмчики вяжу. Ну, в общем, вязанием тоже увлекаюсь. Но больше всего вот пока иконой. А сейчас времени мало и вяжу внучкам, а иконы вот чуть-чуть не отошли вот эти 2 года. А так люблю. Я думаю, вообще люди все должны любить что-то. Вот любовь должна быть к природе, там, к чему-то. Мы не только любим это вышивать, мы еще любим петь. Вот, мы сейчас перед вами выступим, поэтому вот нашему клубу 8 лет уже. Мы поем 8 лет. У нас семья очень дружная, к нам все хотят, очень много идут. И вот 6-го мы вас приглашаем на 12 часов в метро послушать наш отчетный концерт. Пожалуйста, приходите. Бесплатно. России, как Геннадий Федоров, художники Эдуард Козлов и Галина Кулаева, мы об этом уже слышали, ученый-академик Валентина Чижова, космонавт Николай Рукавишников, прославленный олимпийский чемпион Николай Бажуков. А сегодня нас порадует своим талантом член Союза писателей России, поэт, писатель Ионов Юрий Андреевич. Юрий Андреевич прочитает нам стихи, посвященные Троицко-Печорскому району. Стихи, вообще книги, документальная книга именно вот Троицко-Печорском называется и документально описывает его историю. У меня единственная, потому что это, в общем, не художественная литература, она как бы для писателя не имеет такого значения, хотя это было сделано по заказу еще тогда Троицко-Печорского райкома к 300-летию села, который отмечался в 1974 году. Ей 40 лет уже, поэтому она... Это последний экземпляр, предпоследний я Коле Бажукову подарил, он просто меня выпросил 3 года назад. Вот. А стихи, ну, они не то что вот строго тоже документально как-то посвящены Троицко-Печорскому, а той жизни, тем делам, которые мы там делали. Я вот туда попал после окончания, я сам из Саратовской области родом, но после окончания Московского лесотехнического института, первого из 3 своих вузов, я вот был распределен в Трест Печор-Лесосплав и провел преддипломную практику 5-месячную, значит, в селе Дутово. Работал там мастером сплава. А уже через полгода с дипломом в кармане приехал, был направлен тем же Трестом Печор-Лесосплав в Среднепечорскую сплавконтору с центром в поселке Митрофан-де-Кост. И вот там несколько лет, несколько навигаций работал. Тогда это были 60-е годы, там, в общем, жил очень пестрый народ. Ну, вы, старожилы района, знают, что там было очень много вот еще сталинских спецпереселенцев, самых разных, так сказать, наций, там, языков, там, и прибалты, и западноукраинцы, западной Беларуси, и, в общем, много других, и там,
даже пленные власовцы, полицаи и так далее. Но поэтому я был потрясен, когда увидел, что вот 80% населения и людей, работающих со мной, вернее уже и их сыновей, потому что их сыновья уже были взрослыми в это время, через 20 лет после войны, и поэтому с некоторыми из них я дружил. Вот кто-то на катере возил меня там к местам работы и так далее. Вот. И тем не менее, это был материал для будущей моей прозы, потому что материал был, много было драматического в жизни этих людей. И вот это все в основном отражено в книге «Спас на Печоре», главной моей, я считаю, книги, которая как раз посвящена вот этой стране жизни Троицко-Печорской. В основном первая половина ее посвящена этой стране жизни, а потом уже там где-то с 60-х годов там начинают преобладать вот дети тех спецпереселенцев, затем приезжают по оргнабору, там тоже были всякие очень драматические события, когда в одну бригаду на лесосеке попадали два брата, то есть приезжал брат по оргнабору, а там первый его брат, как полицай, там 10 лет, так сказать, прожил, а потом уже остался, завел семью и там спокойно работал тоже и прочее. И они вот случайно так вот встретились в этой лесосеке и снова схватились за топоры, бросились друг на друга, потому что они в войну воевали по разные стороны баррикад. Ну, это все для моей прозы пригодилось, поэтому эта книга очень была востребована в Троицко-Печорске. Туда сразу вот за первые 2-3 года после ее выхода ушло, наверное, экземпляров 300-400. Вот, мне пришлось ее потом досдавать, потому что здесь люди стали требовать. Это единственная книга на тему о спецпереселенцах. Вот. И поэтому я сейчас прочту, чтобы поднять как бы вот настроение, переключить его на... Прочту какие-то лирические стихи. Берега в черемуховой пене, между ними запань в полукруг, птичье несмолкающее пенье и плоты пахучие вокруг, а в придачу сине-белый катер, светлая печорская вода, разговор десятницею Катей, я бы здесь остался навсегда. Да глаза бессонницею сводят, мускулы натружены багром, солнце диск воды испив восходит, как язык пожарища багров, отголоском катерной сирены разгуделось рядом комарье, но дождавшись окончания смены, отстояв на западе свое, шагом от усталости неровным трапами на берег я сойду, оглянусь во след плывущим бревнам, долгим взглядом обниму страду. Я не зря в котле варился этом, знаю, лес мой нужен где-нибудь, и река черемуховым цветом украшает мне обратный путь. Из боя приходил и с ног валился я, женщиной с изломанной судьбою влюблена тогда была в меня. Про нее судачили в поселке, что попалось на больших деньгах. Я однажды синие наколки разглядел у Нади на руках. И еще заметил, как надтреснут голос, что был все-таки хорош, когда пела лагерные песни, от которых нас бросало в дрожь. Видно, моего, боясь падения, наш парторг надежду прогонял, но совсем не злое наваждение задержало рядом с ней меня, ведь в ее глазах устало грустных сквозь блажную хмарь увидел я до того пронзительное чувство, что шутя отталкивать нельзя. Забывалось в той страде любое, одного не смог я позабыть, женщина с изломанной судьбою,
крепче прочих может полюбить. Я точно знаю, любишь ты меня, как ни стара, ни стерта эта фраза, что полюбила с первого же дня, когда случайно встретились мы сразу. Пусть показался я тогда тебе немного странно, может даже диким, но так случилось, что в твоей судьбе я стал с тех пор страданием великим. Я светом стал святым твоим очам, в пустыне дней оазисом зеленым. И ты рыдала тихо по ночам, кляня любви своей неразделенность. А я, что я? И я страдал в ночи, кусая неизласканные губы, а завтра днем не упрекай, молчи. Я знаю сам, я был с тобою грубым, я говорил, не подбирал слова и ранил ими так порою больно, а ты молчала. Хоть была права, что был я рядом, тем была довольна. Зачем же я обоих нас гублю, а ты опять сидишь покорно рядом, и, может, под недобрым чьим-то взглядом при всех кричу я тебя люблю. Северная песня. Это я посвящаю, вот последнее стихотворение, нашему землячеству, нашей, в общем, так сказать, общей вот, родине Печорской и нашему содружеству. Сейчас, на нее написано, как и на многие, чуть не наполовину вот стихов в этой книге, а здесь больше 300 стихов, написаны песни с моим композитором Марком Новоселовым. Мне женщину хотелось привести в свой дом, я мечтал о ней ночами, а днем я к ней отыскивал пути и находил, но отступал в отчаянии. Но как я приглашу ее домой, где и присесть ей не нашлось бы места, ведь, насмеявшись тайно надо мной, меня бы скоро бросила невеста. Собаку мне хотелось завести, чтоб скрасить час вечернего досуга, но надо место во дворе найти и конуру для преданного друга. А я отдал соседу свой сарай и под окном единственную грядку. А значит, о собаке не мечтай, и никто не тявкнет рядом для порядку. И кошку мне хотелось завести. Ее уж ты прокормишь, как не бедствуешь, что проще тут. Котенка привести, и будет он мурлыкать по соседству. Держать я кошку, впрочем, затевал, и мне мила была кошачья шалость, но я подолгу дома не бывал, и бедная со мною распрощалась. А жизнь идет, уже давно идет не на подъем, уже закат мне видится во мраке, и нету до сих пор в дому моем ни женщины, ни кошки, ни собаки. Коллектива, я даю вам, я сейчас не знаю, ручку, у меня ручки, наверное, в кармане есть. А теперь слово предоставляется заместителю председателя по связям с общественностью Троицко-Печорского района Савинцевой Ольге Павловне. Ольга Павловна – главный инициатор этой выставки. Давайте поаплодируем, потому что если бы не Ольга Павловна, не было бы этой выставки. Это неправда было. Спасибо большое, конечно. Я тоже благодарна всем, кто принимал участие в организации, подготовке и проведении этой выставки. У меня несколько слов всего, я просто сделаю небольшое объявление. В Троицко-Печорском районе, да и вообще, очень много творческих людей. Понятно, что вот это у нас как, первая ласточка в организации последующих выставок. Поэтому мы привлекли тех, кого уже знали, у кого это, знали, чем увлекаются, что могут предоставить на выставку.
И поэтому вот у меня к вам, значит, такая просьба. Еще раз повторяю, пусть эта выставка будет первой ласточкой в мир знакомств с творчеством наших земляков. Сегодня мне уже 2 заявки дали. Спасибо вам огромное. Так вот, на 2015 год мы Анастасии Владимировне уже сделали заявку на следующую выставку. Поэтому у меня к вам ко всем будет огромная просьба. Кто вот будет лежать здесь тетрадь на столе, кто будет посещать выставку, значит, тут я написала, значит, фамилия, имя, отчество, номер телефона, заявка на участие в следующей выставке, ваше хобби, что можете предложить на выставку, мой контактный телефон. Так, значит, все, картины, вышивки, поделки, все, что у вас есть, стихи, песни, может, кто-то пишет. И вносите, пожалуйста, свои предложения вот в эту тетрадь. Отзывы о выставке и предложения. Понятно, да? Так что тетрадь мы оставляем здесь, а потом ее проработаем. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Это песня о людях почтенного возраста, которые все умеют, везде успевают и внучат, помогают растить. В целом танцуют и поют весело, живут. That's
этими задорными частушками мы завершаем нашу встречу. Спасибо всем гостям сегодняшнего вечера. Желаю вам здоровья, благополучия, хорошего настроения и семейного тепла. Будьте счастливы и любите свой родной край. Выставка декоративной... Всем жителям Троицко-Печорского района от коллектива Сыктывкарского землячества наш привет! Молодцы!